Есть потребность в какой-то площадке, где объединятся не только дизайнеры, но и застройщики, но и компании, которые занимаются производством стройматериалов. чугуне ки шумо гуфте дар замони шӯравӣ масалан то шояд соли 2005-2010 мардум хонаҳои сухуматӣ харидорӣ мекарданд фақат ба хотири зистан, ба хотири як хона дарёфт кардан. мо пеш аз ҳама барои мардум як комфорт, яъне як роҳат медиҳем. пеш аз ҳама барои мардум як инноватсия медиҳем, барои мардум имконият медиҳем ки бо истифода аз технологияи муосир худро дар як ҷаҳони муосир ҳис кунад. Вам не кажется, может быть это мое мнение, но именно по Душанбе, что 20% жителей Душанбе владеют 80% всего жилого жилья, которое есть в городе? соли шумоам то як андоза маънии баланд дорад мумкин аст. албатта дуруст аст. инҷа масалан ман бонк ҳастам, шумо ширкати сохтмонӣ ҳастед. вақте ки агар ҳамин бозор рушд кард, мардум дигар аз бонкҳо истифода намекунанд, ба таври мустақим рафта ба ширкати сохтмонӣ муроҷиат мекунанд. Всем привет! В последнее время заборы обклеены постерами, билборды заполнены баннерами, не говоря уже о социальных сетях, Тадвиг повсюду. Мы не смогли пройти мимо и решили пригласить организаторов и партнеров недели технологий, архитектуры и дизайна к нам в гости, чтобы узнать ответ на такой вопрос: что же такое Тадвиг? И у нас в гостях сегодня административный директор умного дома Шухроп Шоназаров. Здравствуйте, Сухроп. Здравствуйте. Член совета директоров Маскан Таур Мехрубон Бурхонов. Здравствуйте. И Лайло Тагаева, руководитель рекламного агентства Пурнур, а.к.а. руководитель Лиму. Правильно? Правильно. Или есть еще какие-то регалии? До утра будем общаться. Хорошо, итак, главный вопрос. Что же такое неделя технологий, архитектуры и дизайна Тадвиг? В принципе, с архитектурой и дизайном понятно, но мы к этому еще придем. Но о каких технологиях идет речь? Всем привет. Да, это неспроста так было прозвано, потому что мы делаем это совместно с Умным домом. Это инициатива, в первую очередь, команды Умный дом. Они, так как они являются технологичной компанией, то есть они за то, чтобы наш комфорт, наш интерьер и вообще все в городе было технологичным, мы решили объединить эти вещи. И вообще, если говорить об архитектуре, о дизайне уже в современном понимании, все мы хотим какого-то интересного, максимально комфортного жилья, может быть, интерьера, может быть, дизайна. Без технологий сейчас это практически невозможно. Но это сугубо мое мнение, и мы решили объединить эти три тезиса в одно большое мероприятие. То есть речь идет сугубо о технологиях умного дома, либо о технологиях новых в строительстве? И то, и другое. То есть и в строительстве, и в архитектуре, и в интерьере. То есть все начинается с какого-то комнаты, да, которая обставлена, может, там уже умный дом, но если это все масштабировать в размерах градостроительства, это уже умные города. Хорошо, давай немного рекламы. Окей. Название и промо недели выглядит многообещающе. Хорошо. Но вот что особенного посетители, сейчас, можно сказать, выставки могут открыть для себя на этой выставке? Инновации, что-то новое или стандартный душный формат типа а.к.а. выставка достижений народного хозяйства? Нет, ну, конечно, такого не будет. Если вы знаете команду Пурнур, мы не делаем такие мероприятия вообще. Я думаю, на этот вопрос лучше ответят ребята, потому что они лучше понимают, они профессионально этим занимаются. Я думаю, и Сухроп, и Мехрубон. Что ожидает посетителей, чтобы они пришли, посмотрели, открыли для себя что-то новое? Ну, будет много интересного такого, как в плане будет реализован наш шоурум, где, как говорится, люди могут пощупать, потрогать умный дом. Угу. В плане того, что и у нас намечается какой маленький сюрпризчик, это будет на первый день форума, мы это пока держим в секрете, а так, помимо площадки умного дома, там еще будут другие представители строительной компании, дизайнер-студии, архитекторы, которые будут предоставлять свои какие-то новые доработки. И можем прийти, пощупать, либо поэкспериментировать, да, поработать, конечно. Да? И мне очень нравится такая фраза, как вот сказали в начале, вот на всех этих баннерах и во всех этих постерах одно такое классное слово: хочешь увидеть в Душанбе будущего, то приходи сегодня посмотреть. Красиво. Да. Ну, хорошо, окей. А тогда такой вопрос у меня. Также, исходя из промо, ну и я посмотрел, что там будет, там заявлено, что на выставке будут присутствовать эксперты из других стран.
То есть вопрос, о чем они будут говорить и насколько хорошо они ознакомлены с особенностями рынка Таджикистана. Потому что обычно, когда сюда приезжает эксперт, он говорит за свою страну. Но насколько хорошо он знает нашу страну? Ну, конечно, мы перед ними задачу такую не ставили. Вообще, чтобы форум случился, давайте там вернемся немножко назад, откуда появилась эта идея. Мы делали с командой «Умный дом», мы справляли им годовщину. И это было очень клевое мероприятие, на мой сугубо субъективный взгляд. Мы собрали всех дизайнеров, и мы тогда уже ощутили, что есть потребность общаться. Есть потребность в какой-то площадке, где объединятся не только дизайнеры, но и застройщики, но и компании, которые занимаются производством стройматериалов и каких-то интерьерных вещей. И тогда мы подумали, что было бы здорово собрать одну большую площадку, где соберутся все участники рынка. И я думаю, что там обязательно случится обмен опытом, какие-то партнерские отношения могут сложиться. Зачем мы пригласили спикеров? Они действительно очень классные, они вдохновляющие. Мы наблюдали, мы тщательно выбирали, кто может к нам приехать. Среди них основатель Мурат Билдингс, это Мурат Назаров. Они строят в Ташкент-Сити первый небоскреб. То есть, да, это, по-моему, на территории Центральной Азии первый небоскреб из 50 этажей. Следующий наш спикер Любовь Сафронова. Она является организатором узбекской недели архитектуры и дизайна, но она не только организатор, но она еще и архитектор, который может тоже классные вещи рассказать. У нее трехлетний опыт проведения этих мероприятий в Узбекистане. И судя по результатам их мероприятий, что это действительно дает толчок какой-то интересный с точки зрения новаторства, потому что, как мне сказали, архитектура — это же тоже какая-то мягкая сила, да, в каком-то плане. Вот, а кто еще у нас приезжает? У нас приезжает Евгений Тюрин, он президент Ассоциации архитекторов и дизайнеров в городе Москве. Он поделится с дизайнерами интересной информацией, как строить личный бренд, как находить клиентов или, может быть, как вдохновляться. И самое интересное, нам повезло, мы познакомились с очень интересным архитектором. Он живет в Санкт-Петербурге, он архитектор премиум-класса Лекс Выжевский. Вот он построил в Африке, вернее, он выиграл, по-моему, очень многомиллиардный проект, который называется Djibouti Towers. У него огромное количество премий, он, по-моему, даже построил какой-то кибердом, вернее, создал проект кибердома и получил за него очень международную премию. В общем, я думаю, что в любом случае мы не можем сейчас, да, 100% утверждать, что это вот на завтрашний день после Тадвика случится прям какая-то революция, но как минимум разговор начнется. А за разговором всегда идут действия, за действиями какие-то интересные решения. Ну, это отлично. То есть получается такой междусобойчик для архитекторов, для дизайнеров, да? Если мы сейчас затронем тему с точки зрения простого обывателя, вот такого, как я. Наверное, мне Аким Ихрумович сможет ответить сейчас. Всех задаются одним вопросом. Сейчас строительный бум, правильно? Дома вырастают буквально за 3 года. И люди, которые еще помнят Советский Союз, помнят, что там фундамент только 3-4 года лежал, чтобы его не трогали, чтобы он осел, потом только что-то строилось. А сейчас все удивляются, что за 3 года можно построить многоэтажный дом. И заселиться. Да, то есть это какие-то новые технологии, которые сможет простые обыватели увидеть. Почему так быстро происходит? Ташаккури зиёд барои аввалан барои даъват. дар аввал шумо хеле як суоли муҳим барои Лайло пешниҳод кардед аз лиҳози архитектура ва дизайн фаҳмос ва технологӣ барои чӣ. Ва ин суоле ҳам хеле бо маврид аст суоли шумо, чунки имрӯз агар мо дар муқоиса ба замони шӯравӣ агар кунем, низоми сохтмон, умуман самти сохтмон, соҳаи сохтмон як тағйироти куллӣ, як гӯем ки дар соҳаи мазкур як инқилобҳо ва тағйиротҳои ҷиддӣ ба назар мерасанд ва имрӯз ҳам умуман сохтмончони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам аз он технология муосир истифода мебаранд ҷиҳати тезонидани суръати сохтмон, яъне ки масалан дар муддати 1.5-2 то 3 сол дилхоҳ сохтмон ба анҷом мерасонад. Ва инҷо сухан дар мавриди фақат як технологияи сохтмонӣ намеравад. Вақте ки ҳафтаи тадвик мо гуфтем, ҳафтаи технология, архитектура ва дизайн, инҷо мо Маскан Тауэр дар назар дорам, комплекси истиқомати Маскан Тауэр бо истифода аз технологияи муосири инноватсионӣ, яъне чӣ гуна дар баробари оне ки мо дар бинои истиқоматии худ аввалин бинои комплекси истиқоматӣ ҳаст ки дар тамоми ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон пурра
ба низоми умни дом ё ки хонаи ҳушманд пайваст аст. Якум. Дуюм ин ки мо дар ҳамкорӣ бо ширкати IT, ширкати Mohir Business Automation ки онҷо банда ман ҳамчун генерал директор ҳастам, директори генералӣ ҳастам онҷо, дар якҷоягӣ бо ин ширкати мо Maskан Tower бо истифода аз барномаҳои мобилии махсус аввалин бинои истиқоматӣ мешавад ки пурра амнияти худи бино таъмин карда мешавад, пурра ин ки security ё ки бехатарии фарзандони он нафароне ки онҷо истиқомат мекунанд таъмин карда мешавад. خب برنامه‌های مخصوصی میشن که با استفاده از AI یا اینکه искусственный интеллект میگن ذهنی صنعی در زبان تاجیکی ما استفاده میکنیم. آغاز کرده از ترتیب دهی بودجه اویله، مثلا اگر بودجه اویله شما در یک ماه 5-10 هزار تومان است، این برنامه مبلی که با استفاده از ذهن صنعی برای شما مشورت میدهد، مصلحت میدهد که این مبلغ‌های خود را شما چگونه باید ثمرناک استفاده برید. و همچنین با استفاده از برنامه مذکور شما میتوانید که زنگ نزده به یگان شرکتی مثلا تاکسی از همین برنامه تاکسی زنگی فرمایش دهید. غیر از این خودی نظام پرتافتن پرتوهایی که هستند از نزد خانه هر یک حجره استقامتی در نظر داشته شده است. یعنی که اونجا با بسیاری از برنامه‌های هستند که من نمیخوام کلی اون فونکسیون‌هایی که اون امکاناتایی که برنامه ما ساخته ایستادیم برای این بینایی استقامتی برای شما گوییم. اگر فکر میکنم خیلی هم جالب است شرکت کنید، اشتراک کنید در تدویق. ما اونجا مفصل درباره کامپلکس استقامتی تدویق سخن میرونیم، درباره اون برنامه‌ای که ما عین زمان ساخته ایستادیم برای این بینایی استقامتی و در بعداً برای دیگر ساختمان‌ها نیز پیشنهاد میکنیم. ولی الان هم درست قید کردن که اونجا یک مبادله افکار، مبادله تجربه صورت میگیرد. خانه‌ها که اینجا هم از مهمانان از کشورهای آسیای مرکزی از فدراسیون روسیه تشریف میآورند، فکر میکنم که اونها برای خود یک چیزی دارن که با ساختمان‌ها مبادله کنند تجربه خود رو. و ما نیز بعضی از ایده هایی هستن که نه فقط گوییم که تئوری که نظریوی هستن، ایده هستن همگی، بلکه یک ایده هایی هستن که عین زمان ما در تاجیکستان اولین شرکتی ساختمانی و اولین شرکتی IT تکنولوژی هستیم که در ساحه ساختمان جاری کرده ایستادیم. یعنی که این منبع میتواند که هدف چی است؟ هدف آسان کردن شرایط زیستی مردم. یعنی که اگر چگونه که شما گفته در زمان شوروی مثلا تا شاید سال 2005-2010 مردم خانه‌های استقامتی خریداری می‌کردن فقط به خاطر زیستن، به خاطر یک خانه دریافت کردن. ما پیش از همه برای مردم یک کامفورت، یعنی یک راحت میدیم، پیش از همه برای مردم یک اینوواسیون میدیم، برای مردم امکانات میدیم که با استفاده از تکنولوژی معاصر خود رو در یک جهان معاصر حس کنند. هدف ما، مقصد ما همین است. Аким Рука, вы немножко вперед убежали. Я это вас хотел поговорить про Maskан Tower, но все-таки вы, наверное, единственный человек, который из людей, которые застраивают наш город, согласился прийти и разговаривать. Да. И поэтому буду вас спрашивать. Вы сказали то, что будет комфорт, технологии. Это все хорошо. Хорошо. Мне нравится то, что вы об этом думаете и стараетесь сделать так, чтобы все так начали думать. Но простой вопрос. Очень много строится домов. Почему строятся просто дома, но не учитывается инфраструктура? Получается, нету детских садов, нету школ, банально коммуникация, инфраструктура вокруг этого дома не растет. Получается, что есть две двухэтажки, для нее есть школа, для нее есть детский сад, и рядом, я не про ваше здание, я в целом говорю, да, то есть вы сейчас за всех отвечаете. И вырастает еще 20 этажей, которые в эту школу идут, и в этот садик идет. В данной ситуации планируются ли какие-то изменения? Будет ли что-то меняться? بس سوالی خیلی هم با مورد شما پیشنهاد کردید. امروز چگونه که ما ببینیم از یک طرف خوب است برای اقتصاد شهر و من اقتصاد دولت که با سرعت ساختن بناهای استقامتی، لیکن من فکر میکنم که امروز در نزد عموما ساختمانچیان و عموما ساختارها و مقامات دولتی که عهده‌دار هستند سنجشی بناهای استقامتی بعضی اونها هستند، فکر میکنم این مسئله ها رو دیده بررسی کرده ایستادن. البته که چون که با پیشنهاد اکثریت شهروندان، با پیشنهاد عموما استقامت کنندگان در یک چگونه که ما درباره کامفورت، درباره گوییم که یک راحت ما صحبت کردیم، بعضی از بناها نه اونقدر با طلبات ها جوابگو هستند از لحاظ اونی که مثلا یک در نزد خود باغ‌های خوب ندارند، در نزد خود جاهای مثلا برای بازی کودکان، برای مثلا توقف‌های اتومبیل ها
лекин инҳо ман фикр мекунам ки оҳиста оҳиста бо як мустаҳкам шудан бо рушд ёфтани инфраструктураи соҳаи сохтмон ҳалли худро ёфта истоданд, гарчанде камбудиҳо бисёр аст. гарчанде худи намояндагони баъзе аз мақомотҳои давлатӣ ҳам дар ин маврид суҳбатҳо карданд, фикри худро баён карданд. Ман фикр мекунам оҳиста оҳиста ин чиз ислоҳ мешавад. албатта ин суоли 1 сола 2 сола 3 сола нест ки дар 1 сол 2 сол ҳалли худро ёбад. оҳиста оҳиста ва мо низ дар биноҳои истиқомати худ дар Маскан Тавер ва дигар биноҳое ки дорем, албатта аз сабабе ки бо истифода аз технологияи инноватсионӣ, аз технологияи муосир мо кор мегирем, даст мегирем, ин ҷиҳатҳоро мо ҳатман ба инобат гирифтаем. Чунки майдончаи бозии кӯдакон ва ҳатто он ҷойҳое ҳастанд ки масалан метавонанд тайёрии то мактабӣ барои кӯдаконе ки мехоҳанд аз синни 3, 4, 5 то 7 сола барои мактаб тайёрӣ бинанд. Дар худи ҳамон биноҳо мо ҳаракат мекунем ки ташкил кунем чунин шароитҳоро, чунки аз бинои истиқоматии худ дур нарафта ва он майдончаҳое ки масалан барои бозии кӯдакон аст ва он барои сайру-гашти истиқоматкунандагон бино ҳастанд. мо инҷо аз тани худмон ҷавоб диҳем. ине ки мо суоле ки шумо умумӣ гуфтед ба дигар сохтмончиён, мо ин суолҳои шуморо, ин камбудиҳоро дар бинои худ ба умуман биноҳои истиқоматӣ ки месозем ин баъдам ба назар гирифтаем ва фикр мекунам ки ба ғайр аз оне ки мо дар ин ҷо суоло ҷавоб мекунем, агар ки вақти шумо шуд, шумо метавонед ба шоуруми мо, ба дафтари кори мо ташриф биёред. унҷо мебинед ки умуман ояндаи ҳамин лоиҳа чӣ гуна сохта мешавад. яъне ки бо ҷавобгои талаботҳое ки мардум аксарият имрӯз мехоҳанд ки чунин хонаҳо чӣ кунанд, дастрас кунанд, харидорӣ кунанд. И, наверное, возвращаясь еще раз немножечко к рекламе все-таки. Сколько стоит квадрат в жилищном комплексе Маскан Тауэр? И что входит туда? Ман дар умум гап мезанам. Масъалаи фурӯш, хариду фурӯш бо ҳар як харидор, нафаре ки мехоҳад хона дастрас кунад, ба таври индивидуалӣ аст. метавонанд ки дар дафтари кори ба ин суолҳо ҷавоб гиранд. лекин унҷо ҳамин яке аз масъалаи калидӣ ин аст ки низоми умнидом ё ки хонаи ҳушманд ройгон, ҳамчунин сертификати умнидом ройгон ба ҳар як нафаре ки хонаи истиқоматӣ харидор мекунад пешниҳод карда мешавад. гарчанде ки як хароҷоти калонтар аст, як хароҷоти муайян аст. мо барои истиқоматкунандагони худ, барои нафароне ки аз бинои истиқоматӣ мо хона харидорӣ мекунанд, ройгон ин сертификатро пешниҳод мекунем ва баъд аз оне ки ба таъби дили худ он нафар хонаи худро таъмир мекунад, метавонад ки чикор кунад, аз низоми системаи умнидом ройгон истифода барад. То есть люди просто берут коробку. Да. Не готовый ремонт. Уже я, честно говоря, подумал, что это будет Маскан Тауэр. Ты приходишь, покупаешь жилье, у тебя уже готовый дизайн, умный дом. барои чӣ мо гуфтем? барои ки мо айни замон якчанд дизайни интерьери хонаҳоро барои харидорон пешниҳод кардаем, аллакай омода карда истодем. боз дар оянда нест то тадвикам якчанд гуфтем бародарамон сюрпризҳо барои як мизоҷон ҳаст. лекин ман фикр мекунам ки агар ман шахсан аз худам ҳамчун дар ҷои мизоҷ худам тасаввур кунам, ман мехоҳам ки як ҷои холӣ мегирам, ба таъби дили худ ман таъмир мекунам, барое ки ҳеҷ як нафар масалан аз тани нафари дигар ҷавоб гуфта наметавонад, барое ки ҳар як нафар масалан таъбаш, умуман ҷаҳонбинияш ва он чизе ки мехоҳад дигаргуна аст. ман фикр мекунам ба ҳамин хотир ва аз як тараф дуруст аст ки аксарияти хонаҳое ки масалан дар шаҳри Душанбе месозанд, пешниҳод мекунанд, дар ҳамин шакл харидорӣ карда мешавад ва фақат фарқияти мо аст ки мо истифода аз технологияи умнидом ва истифода аз технологияи иттилоотӣ, барномаҳое ки тариқи мобилӣ ҳастанд, тариқи планшет, тариқи компютер истифода мебаранд, ин ҳам дар низоми гӯем дар комплекси истиқомати худ ҷорӣ кардаем. Яки фарқияти куллии мо, фарқияти аз ҳама калони мо ҳамин аст. Уже много раз услышал слово умный дом, телефон, планшеты. Сухроб, давай вот на пальцах просто для простых обывателей, что такое умный дом? Умный дом, он вообще-то создан, чтобы упрощать нашу повседневную бытовую рутину, так сказать. Это централизованное управление освещением. Это управление климат-контролем. Это в плане безопасности камеры видеонаблюдения, утечки газа, датчики протечки воды. Это управляемые шторы. То есть в целом взять, это одна единая экосистема, которая позволяет вам с помощью вашего смартфона, с которым мы очень тесно дружим и не расстаемся никогда, с помощью наших голосовых ассистентов, это может быть док-станция от Алисы, это может быть HomePod от Apple, это может быть Alexa от Amazon, это может быть обычная Google колонка. То есть их вариантов очень много. С помощью вот этих гаджетов управлять своей квартирой. И удаленно тоже. И удаленно в том же. Да. А сколько нужно интернета? Особо не тратится в умном доме, так как
интернет он нужен, чтобы просто соединить ваше устройство с вашим домом. А так особо большого трафика то есть не поглощает. Да. А на каких языках? Вот вы сказали то, что там есть система голосового управления, правильно? То есть на каком языке в Таджикистане это будет? У нас в плане опыта есть у нас клиенты, которым установили эти умные дома на английском языке, есть на русском, и есть наши жители, которые в плане таких элементарных русских слов пользуются этой системой вполне. То есть не обязательно там знать очень хороший русский язык. Или иметь дикцию хорошую, да? То есть элементарное сочетание пару слов можно управлять системой «Умный дом». А такой вопрос, скажем, окей, я сейчас не могу купить, например, в элитном комплексе себе дом, но я хочу установить систему умного дома, потому что вот я сейчас вас услышал, я подумал, что мой дом тупой довольно-таки. Там все приходится делать руками. Не один. Вот даже Лайло. А могу ли, например, эту систему установить себе домой в тот дом, где я сейчас уже живу? Да, конечно. То есть на рынке есть 3 вида систем умного дома. Это проводная система умного дома, радиовещательная система умного дома и, конечно же, то, что сейчас в тренде в 21 веке, это беспроводная система умного дома, чем и наша компания занимается. То есть мы внедряем систему беспроводных. То есть это говорит о том, что чтобы установить нашу систему, не обязательно, то есть делать до ремонта, допустим. В плане, если вы живете уже в квартире, в которой вам есть необходимость установить систему на дом, то вполне мы это можем сделать, так как не потребуется там каких-то ремонтных дел, где-то ломать, где-то штробить. Ну, смотрите, это же не только ПО. Вот вы говорите, контроль воды, та же штора. Это значит, что-то нужно устанавливать туда? Мы устанавливаем электроприводный карниз и по сети беспроводной сети, то есть по протоколам там Zigbee, Wi-Fi, они будут контролировать, то есть шторы. То, что касается датчиков протечки воды, будет установлен электроклапан в основной стояк воды, а сами датчики, они беспроводные, то есть мы ставим в тех нужных мокрых зонах, где есть вероятность того, что будет происходить протечка, то есть предположим, в этот датчик попадя вода, то есть она по локальной сети будет передавать то, что обнаружена протечка, и система моментально прикроет воду самостоятельно. А то, что касается освещения, то есть мы устанавливаем умные выключатели, которые в плане уже существуют у вас в квартире, мы их просто заменим на умные, то есть поменяем. Делать какой-то определенный монтаж не требуется, тот же монтаж, который у вас есть, оно будет подходит. И все как бы локально дальше учитывается ваше ТЗ, то есть что вы хотите, какие сценарии. Это все программно прописывается в этот ПО, который будет установлен у вас, с учетом сервера, и все, дальше будет все работать как надо. И в плане того, что мы даем год обслуживания за бесплатно, то есть в течение года мы можем в любой момент к вам прийти, настроить там какие-то сценарии, добавить что-то другое или же убрать что-то необходимое. Мы прекрасно знаем то, что бывают такие моменты, что выключается свет. Ну вот вырубили свет и дали очень сильный свет. Это может как-то отразиться на умном доме, сгореть что-то там, я не знаю. Дверь заклиньте, и она не откроется. Смотрите, есть многие из этих устройств, которые мы сейчас устанавливаем, у них присутствуют какие-то реле, которые обеспечивают себя как бы стабильной подачей электричества. То есть вот эти устройства, которые мы устанавливаем, у них в каком-то мере существует вот этот реле, который оберегает это устройство от перепадка напряжения. А в плане того, что многие наши заказчики, помимо этого, еще устанавливают такие так называемые стабилизаторы электропитания, что ли, в этом роде, чтобы, как вы сказали, у нас часто происходит, там, вырубили свет, опять дали, или же света в определенное время не будет. Что произойдет тогда, когда света нету? А вдруг в этот момент у вас где-то трубу прорвало? Да. Устанавливается дополнительно бесперебойная подача электричества на эти устройства, которые крайне необходимо для обеспечения безопасности. Это камеры видеонаблюдения, датчики газа и датчики протечки воды. Вот на эти устройства как бы мы рассматриваем бесперебойную подачу электричества, чтобы даже когда в квартире, то есть осталось без электричества, то есть вот эти части не касалось. У меня такой вопрос лично от меня, потому что есть такое эмпирическое правило, называется правило Вильфреда Парето. То есть суть в чем? То, что 20% усилий дает 80% результата. Вам не кажется, может быть, это мое мнение, но именно по Душанбе, что 20% жителей Душанбе владеют 80% всего жилого жилья, которое есть
в городе? سوال شما تا یک اندازه معنی بلند دارد ممکن است. البته این درست است. اینجا ما باید که پوشیده نیست اگر که کشوده گپ زنیم. چون هم هست. البته بعضی هستن که مثلا مهنت میکنند در موجودات مهنتی هستن، خانه سقومت دسترس میکنند. بعضی هستن که با تجارت مشغول هستن. اینجا البته در همه جا من فکر نمیکنم فقط در تاجیکستان بلکه در کلی کشورهای دنیا ما بیاید از نقطه نظر بیزنس با هم میگیم. چون این است من برای که هر یک نفر وابسته از تلاش و وابسته از کوشش دسترس میکند. شاید بعضی‌ها فکر میکنم که در خارج کشور تجارت دارن، شاید بعضی‌ها در تاجیکستان با تجارت‌های کلان مشغول هستند. این باید که پوشیده نیست. اکثریت بیناهای حکومتی هم چون این هست که بعضی‌ها شاید برای خود وابسته از اون امکاناتی که دارن، بعضی‌ها برای خود 5، بعضی‌ها برای خود 10، بعضی‌ها برای خود 15 خانه حکومتی دسترس میکنن. بعضی‌ها شاید 5 سال 7 سال 10 سال تنفیسی میکشن، مبلغ جمع میکنن به خاطر یک خانه حکومتی دسترس کردن. من فکر نمیکنم که اینجا یک مسئله خیلی هم مهم است، مسئله جدی است که ما سر این چقدر ایستادگی کنیم یک مفصل‌تر شرطیم. من فکر میکنم که برای همه این شرایط مردم معلوم است و روز تا روز من فکر میکنم شرایط خوبتر شده ایستاده است و سرعت تیزانیدن سرعت ساختمان هم در کشورمون گواه از اون است که فکر میکنم شرایط مردم روز تا روز تا یک اندازه رو به بهبودی آورده ایستاده است. اگر ما تا سال 2000 از روی آمار 2010 2015 نظر افکنیم، شاید نه اونقدر با سرعت بلند مردم با ساختمان بیناهای بلندشونه مشغول بودند و امروز از لحاظ اگر دموگرافی گیریم بیشتر از لحاظ پسیکولوژی مردم ما کوشش میکنن که از دهات به شهر چور کنن، حرکت کنن، بیان به یک آبادی به یک زندگی خوبتر، زندگی بهتر. تلاش مردم هم فکر میکنن که این از لحاظ پسیکولوژی رشد یافتن مردم ما، از لحاظ اقتصادی هم رشد یافتن مردم ما است که بیشتر کوشش میکنن شرایط زندگی خود رو خوب کردن. نه تنها اون نفرانی که مثلا در یک بینایی که 2 3 بنا 3 5 7 خانه اقامت دارن، بلکه مردم عادی هم، اون مردمی که صنف میانه هستن، تلاش دارن، کوشش دارن که با یک شرایط خوبتر، برای یک شرایط بهتر، شاید بعضی به خاطر اکثریت به خاطر وقتی هم صحبت میشه برای شرایط بهتر مهیا کردن به خاطر آینده فرزندانشون است که یک معلومات خوبتر گشت در مقایسه با دهات. مکتب‌های شهر، دانشگاه، دانشکده‌ها مثلا اون مکتب‌های خصوصی شرایط خوبتر دارن، تعلیم خوبتر میدن. بعضی با همین خاطر برای اینجا یک بسیار از معماها هم هستن، بسیار از سبب‌های سوبیکتیو ابجکتیو است. من فکر می‌کنم که با سوال شما تا یک اندازه جواب مشخص دادم. Да, спасибо большое, Злайла. А вот в продолжение этого вопроса, на неделе Тадвик, будут ли там представители банков, которые могут предложить какие-то шикарные расценки на ипотеку? На самом деле мы испытали небольшие сложности с точки зрения привлечения партнеров, потому что мероприятие такого формата проводится первый раз, и несмотря на всю нашу экспертизу в организации мероприятий, то есть все будут присматриваться в первый раз. И я вот хочу поблагодарить команду Moscow Tower, команду Умный дом, потому что они понимают, что пора уже, нужно разговаривать, пора создавать такую площадку. К сожалению, ни одна финансовая структура, ни один финансовый банк, институт. Ни один финансовый институт, не стали партнером нашего мероприятия, но я не думаю, что это прям большая проблема. Будет на нашей выставке TAD-Expo все 3 дня будут потрясающие павильоны, будут много технологичных моментов. Не хотелось бы, сейчас все карты раскрывать, как вот ребята говорят, будет очень много сюрпризов, приятных сюрпризов, потому что наверное, что тут таить, уровень выставок на нашей стране тоже он немножко не на том, каком хотим. Да, он консервативен, мы к этому подошли немножко по-другому, и я очень надеюсь, что этот формат приятно удивит наших посетителей, сам формат форума будет интересен. Я думаю, что каждый житель города Душанбе, это не только узкопрофильная история, каждый житель города Душанбе должен прийти, потому что мы все неравнодушны к нашему городу, нам очень важно, как он будет выглядеть в будущем. Я с тобой согласен полностью. Потому что вот я, так как сам дизайнер, художник по образованию, то есть человеку необходимо раскрываться. Вот из этого туннельного видения консервативного выходить и видеть что-то новое, тогда все будет развиваться. Согласна. Но у меня вопрос ко всем вам. Даже не к тебе, наверное, вот к представителям, кто строит наш город. Вопрос архитектуры. Вот мы сейчас наблюдаем, как растет город. Но вроде бы единый стиль есть в домах. Но вот я на него смотрю, думаю, вроде готика. Да нет, не готика, наверху купола. Думаю, вроде местами барокко, местами модерн. Вот
Как вот этот дизайн называется сейчас нашего города? Этот стиль, как он называется? И кем он был придуман? بیاید در مورد اول من لیلا رو کنم پورا کنم سوالی که شما در مورد ایپاتک گفتید ما در برابر اون که در ساحه ساختمان هستیم در ساحه آیتی تکنولوژی اینوواسیون من فینانسیستم هستم برای که مفصل‌تر من شما رو گپ بزنم امروز ما بیاید سوال شما رو فراموش نمیکنیم در مسئله امروزی که من فانتزی ساختمان چه مارکتور چگونه است که شما میگیرند این فکر شما من دیزاین کرده ایستادم خب یکم درجه امروز اگر ما نظر افکنیم با نظام بانکی جمهوری تاجیکستان اصلا فایزهای بلندترین برای دلخواه نمودی قرضی بلند است در مقایسه حتی با کشورهای اسیای مرکزی در مورد اول فایزی که بانک پیشنهاد میکنند برای صاحبکاری برای استحصالات برای قرض استعمالی حتی برای ایپاتیکا لیکن گرچنده که در فرم مذکور بانک ها لیلا گفتن که متاسفانه اگر بانک شاید اشتراک نکنند یک شاید در این اگر سوال شما نایم شد من این اینفورماسیون معلومات رو براشون پیشنهاد میکردم مسکن تاور برای تست همچون یک برای سنجش 20 خانه استقامتی همچون نه ایپاتیکا بلکه اگر که ایپاتیکا شد اونجا حتما یک فایز معین میشه لیکن ما فایز نمیمونیم به فایز بلکه خانه رو ارزان نمیکنیم لیکن مثلا اگر شما با پول نقد رفته خریداری کنید یک مانند بازار سودا میکنید یک ارزانتر میکنن لیکن یک مبلغ معین 30 تا شاید 25 تا 35 40 فایز پیش پرداخت میشد و بعدا با بقیه مبلغ از 3 تا 5 سال دوام هر ماه شما میسپرید تا 5 سال بله ما هم در اینجا هم البته باز استفاده کردیم در موضوع تکنولوژی ما صحبت کردیم از امکانات تکنولوژی با استفاده از آیتی تکنولوژی و همچنین در برابر با استفاده از اسکوسن اینتלקت یعنی که ذهن صنعی ما برای 20 استخدام کنندگی مسکن امکانیت میدیم همچون تست برای دسترس کردن خانه استخداماتی به طریقی اگر آنالوگ که نمونه مثلا در شرایط امروز مانند ایپاتیکا پیشنهاد میکنیم و بعدا این برنامه رو شما برای دیگر بانک‌ها و بعدا برای ساختمانشون هم شکل میکنیم پیشنهاد میکنیم لیکن امروز این سوالی است من فکر میکنم از خود بانک ملی سرکرده با دیگر بانک‌های تجارتی باید به نظر گیرند مسائل پیشنهاد قرض ایپاتیکی فکر میکنم هم درآمد خوب است هم برای مردم هم خوبتر میشه دسترس کردن خانه‌های استقامتی یکم بانک‌های هستن که با شرایط‌های نسبتاً خوبتر پیشنهاد انگشت‌شمار هستند 2 یا 3 بانک تجارتی لیکن من فکر نمیکنم که با 2 یا 3 یا 4 بانک چگونه که میگن با یک گل بهار نمیشه و بانک ها هم با همگی 1 2 3 بانک یا که تشکیلات قرضی ما نمیتونیم که بازار قرض ایپاتیکی یا اینکه من قرض در ساحه دسترس کردن خانه‌های استقامتی را ما رشد کنیم به همین خاطر فکر میکنم اینجا بعضی از معماهایی هست که در ساحه مالیوی در ساحه بانکداری باید حل خود را یابد و باید ساختمانچیان ما این اندیشه شخصی من است باید فکر نکنن انتظار نشوند که شاید یک بانک با اونها همکاری میکنند باید خودشون تشبث به دست گیرن و خود اونها در اساس حقوقی یعنی شرطنامه‌ای که برای نفری که خانه خریدن که پیشنهاد میکنن در همونجا باید شرط و شرایط رو برای مردم شروع کنن پیشنهاد کنن شاید مدت 3 5 تا 7 سال من فکر میکنم که برای دلخواه ساختمانچی از یک بنای استقامتی اگر از 20 تا 30 خانه رو برای مردم این یک فکر میکنم پهلوی اجتماعی هم دارد دستگیری مردم اگر به طور ایپاتیکیت شاید 20 نفر یا 30 نفر دوام 5 تا 7 سال صاحب خانه استقامتی میشود و آیسته آیسته نیز برای دیگر ساختمانشون یک درس عبرت هم میشود و فکر میکنم بعدا شاید رقابت میان بانک‌ها و شرکت‌های ساختمانی میشود اینجا از لحاظ منطقی مثلا من بانک هستم شما شرکت ساختمانی هستید وقتی که اگر همین بازار رشد کرد مردم دیگر از بانک‌ها استفاده نمیکنن با طور مستقیم رفته به شرکت ساختمانی مراجعه میکنن پیش پرداخت میکنن 20 40 فایز مبلغ پیش پرداخت شاید باقی مونده چند فایز مبلغ معینی که مثلا از بنای استقامتی قرضدار هستند در تمام یک مهلت معین برای شرکت ساختمانی پرداخت میکنند این یک فقط یک تحلیل عادی من بود همش یک نفری که در ساحه مذکور فعالیت میکنیم و در مورد سوال دیگری شما خب اینجا اکن در زبان روسی دیگرگونه است در زبان توچی میگن که به همون فکوس یا اینکه همون کیفیت یک نفر شما بحث کردن نمیتونه و امروز هم من فکر میکنم که تا یک اندازه در عموما آرکیتکتور شهر دوشنبه و عموما از جانب مقامات‌های دخلدار که در ساحه آرکیتکتور دیزاین و ساختمان نظارت کرده می شود یک لایحه‌های معین پیشنهاد کرده می شود و بعدا من فکر میکنم که وابسته از عموما جهانبینی و فهمیش خود ساختمانچیان هم هست چون که مثلا رکلام هم شود بنای استقامتی ما در یک استیل که در یک شکلی معاصر ساخته شده است و تو یک اندازه اگر که ما جهت منفی کارآموزی ما به حدود منفی دیزاین یا که آرکیتکتوری که این زمان در شهر دوشنبه هست در ساختمان ها و جهت مثبتش در چی است که یک
инфраструктурае ки зерсохтор дар худи биноҳои истиқоматӣ аллакай ҳаст. Ман фикр мекунам ки бояд албатта ин чиз бошад ки на танҳо мо фақат бинои истиқоматӣ созем, балки дар ошӯнаи якум ва дуюм чи мағозаҳо ҳастанд, шояд дигар шаклҳои хизматрасонӣ ҳастанд ки фикр мекунам барои иқтисоди кишвари мо як саҳми кӯчаки худро шуруъ мегузоранд ва ҷойҳои корӣ таъмин мешавад. Лекин дар мавриди дизайн шояд ин ягон фикр намекунам стандарти муайян бошад, монанди замони шӯравӣ дур намероем ки агар ки ҳозир мо ба Қирғизистон равем, ба Бишкек, ба Алмато, ба Ташкент, ба Федератсияи Русия ки дилхоҳ ҳамон биноҳои солҳои 50, 70, 80 сохтан, ҳамаш якранг аст. ҳатто биноҳое ки масалан цум мегем дар ҳар як кишвар як нав як шакл бинанда ва имрӯз албатта ки ҳар як сохтмончӣ мехоҳад ки масалан ман фикр мекунам аз 2015 инҷониб дар бозори сохтмон рақобат шадидтар шуда истодааст ва ҳар кас кӯшиш мекунад ки бо як навгонӣ ки изумин ка мегӯянд як беҳбудӣ як бартарии худ чикор кунад барои мизоҷони худ хонаҳои истиқоматӣ пешниҳод кунад бо дизайн, шояд бо он комплексе ки пешниҳод мекунад дар шакли масалан бинои мо аз лиҳози технологӣ мо бо дили пур бо сари баланд метавонем ки аввалин комплекси технологӣ дар Тоҷикистон рақами 1 ҳастем мо, бе ягон таъриф, бе ягон масалан гапи ғайриқолабӣ. Мо рақами 1 ҳастем аз лиҳози технологӣ бо истифода ҳамчунин аз истифода аз IT технология ва шояд дигар сохтмончиён ҳастанд ки таъмир мекунанд, таъмири хуб мекунанд, месупоранд, лекин бо нархи қиматтар. ва дар мавриди дизайн, архитектура намояндаи умуми дом инҷо ҳастанд. Ман фикр мекунам ки бояд шояд инҳо маро пурратар мекунанд, шояд барое ки инҳо бо дигар сохтмончиён нисбати мо бештар ҳамкорӣ доранд, бештар насб мекунанд низоми умуми доме ки хонаҳои ҳушманд мегӯянд барномаҳои худро умуман хизматрасони худро пешниҳод мекунанд, шояд илова дошта бошанд дар ин маврид. Я просто могу присоединиться к словам Мехрибона, как он сказал, тут сугубо индивидуально, да, каждый, то есть каждый художник своего дома сам, и он рисует, как хочет достроить этот дом. У кого-то там... Есть же правила. Есть правила. Есть какие-то определенные нормы, которые диктует архитектура города Душанбе, которым должен соответствовать нормам сдачи этого объекта, правильно? Может, они учитываются, но в плане того, что визуально, как она будет смотреться, вот я думаю, есть определенный вот проспект улиц, где внешне как бы они на друг друга как-то Не, проспект, вот то, что сейчас у нас идет по дороге Айни, и вот по Карабаево, то, что начали делать. Да, мне нравится, это вот все ровно, в едином стиле, все красиво. Чуть-чуть шаг вправо сделаешь, там как грибы выросли, непонятные вот дома. Именно, да. Вот это что? Ну, думаю, вот именно вот на этом мероприятии «Тадвиг» будет озвучены какие-то другие нормы, на которым уже должны соответствовать эти строительные компании. Ну, раз мы к дизайну подошли, на выставке будут вручены премии таджикским дизайнерам, интерьера, экстерьера и не только. Сразу возникает ряд вопросов. Кто номинирован, по каким критериям будет проходить судейство, а главное, судьи кто? Изначально, когда планировалось это мероприятие, мы его хотели сделать TD Week, и мы хотели его делать абсолютно исключительно для дизайнеров. И только со временем оно обросло вот этими большими компонентами, как форум, как выставка и все остальные вещи, которые будут происходить на самом мероприятии. Мы решили, что давно пора, есть огромное количество талантливых ребят, что давно пора подчеркнуть их значимость. Что мы объявили, мы хотели 8 номинаций, но их сократили до 4, и плюс есть 5-я номинация «Лучший ЖК», но, честно говоря, мы здесь... Лучше что? Жилой комплекс. Вот, есть 4 номинации, это общественные и коммерческие интерьеры, жилые интерьеры премиум-класса, современные жилые интерьеры и частные жилые дома. Мы решили максимально сузить как бы количество номинаций, потому что... Наверное, сейчас дизайнеры двигаются исключительно в этих направлениях. Мы получили на сегодняшний день, как раз-таки сегодня, 5 июля, закончился прием работ, и к моему приятному удивлению мы получили около 50 работ. А кто будет судить? Судить будут наши спикеры, которые приедут из других стран. Среди них Мурат Назаров, среди них Любовь Сафронова, Евгений Тюрин, все те международные эксперты, которые приезжают к нам, чтобы максимально это было независимо, максимально честно, будут И также мы попросили архитектора города Душанбе, Касыма Усмонзуда, также быть в числе жюри. Хорошо. Это уже готовые проекты или только которые просто в разработке? Или они существуют? То есть
Есть момент просто придумать идею, а вопрос реализации. В этом, да, перед нами стоял этот вопрос, что, к сожалению, пообщавшись со многими дизайнерами, мы пришли к выводу, к мнению, что они могут нарисовать абсолютные фантазии, но в рамках Таджикистана, и нашего рынка сложнее, найти ту же мягкую мебель, ту, что которая визуализирована в их этих. Поэтому мы решили не ограничивать, то есть те, которые... То есть это, возможно, нереализованные Возможно, это и нереализованные проекты. Хорошо, тогда следующий вопрос. Вот вы говорите, что уже сегодня закрылась подача заявок, правильно? Да. А зрители, например, в социальных сетях могут ознакомиться с работами претендентов, и, грубо говоря, те, кто набрал больше всего, получат приз зрительских симпатий. Да, у нас это запланировано. Я надеюсь, уже ближе к середине недели на сайте tadvik.tg вы можете увидеть шорт-лист, то есть выбранные работы, которые будут представлены на выбор нашим... Не на выбор, а на судейство, на проявление какой-то симпатии. У нас это запланировано, и буквально через 2-3 дня вы можете это уже увидеть. Как бы то ни было, буквально 5 лет назад, 10 лет назад Душанбе был совсем другой, и мы просто проскочили вперед, далеко, просто улетели. Я считаю, что мы сделали колоссальный шаг вперед. Да. И это все благодаря, я думаю, таким людям, как и вы, потому что вот эти выставки, как бы то ни было, они раскрывают наше сознание. Мы выходим из туннельного видения и становимся более креативными. Соответственно, и люди будут заказывать более креативные вещи. И жить станет веселее. Большое вам спасибо, что вы пришли. А зрителям могу сказать только и слушателям нашим: приходите на Тадвик, мы тоже там будем, скорее всего. Не скорее всего, а точно. Конечно. Вы же нас приглашаете? Конечно. Вот. Поэтому ждем всех вас там. Пойдем посмотрим. Может быть, что-нибудь там построим. Как говорится, что нам стоит дом построить? Вот именно. И заодно увидеть Душанбе будущее уже на Тадвике. Вот. Спасибо вам большое. Салам. Вам спасибо.